На сцене концертного зала «Сыктывкар» наградили победителей финала регионального патриотического фестиваля-конкурса детского творчества «Мы – достойное поколение». В Коми он проходил в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память». Анастасия Тюрнина о том, как подрастающее поколение сохраняет историческую правду. Гостей и участников концерта встречает оркестр воинской части Сыктывкара. Здесь же под знакомые мелодии пришедшие погружаются в славную историю нашего государства. «Честь, долг Отечества» – так назвали объединенный выставочный комплекс. Собрать и разобрать автомат может любой желающий, пусть даже ребенок. Опытные наставники помогут. Рядом находки наших поисковиков. Все то, что осталось лежать в земле со времен Великой Отечественной войны. На стендах именитые уроженцы Коми и модели военной техники. Сейчас очень важная цель наша – это вкладывать в нашу молодежь. И ведь ребенок – это как чистый лист бумаги. Чем больше мы туда пропишем сейчас правильных, нужных идей, вещей, тем больше и мы патриотов получим на выходе. А это сейчас очень важно в наше тяжелое время. На концерте в преддверии Дня защитника Отечества те, кто вышел в финал патриотического конкурса. 25 человек, дошколята и школьники от 5 до 14 лет. Заочный этап завершился 31 января. Участники из Сыктывкара и Сыктывдинского района на камеру читали патриотические стихи. Лучшие вышли в финал. Лишь красное солнце зарею взойдет, откроется чудная книга. Сказка чарует и манит вперед, пугает воспольничным криком. Отклик был удивительный. Мы с нашими коллегами, с нашими партнерами удивились, как заинтересовались дети и педагоги принять участие в данном конкурсе. Открою тайну, что нам пришлось принять решение и увеличить сроки приема заявок видеостихов. Более 600 стихотворений совместно с оргкомитетом мы отсмотрели. Сама скажу, что смотрела, несмотря на то, что я не являюсь членом жюри, до слез. Глубоко тронута, какие у нас замечательные дети, какое у нас замечательное будущее, какая у нас великая Россия. Со сцены звучат стихотворения не только о России, но и Коми-земле и на 2 государственных языках республики. Поддерживает конкурс женское движение «Единой России». В год молодежи этот проект как нельзя актуален. И правительство республики всецело поддерживает проект «Мы – достойное поколение». Задачи, которые решаются этим проектом, они сегодня являются ключевыми для нашей страны. И важно воспитывать в наших молодых людях чувство патриотизма. И чтобы они понимали, что патриотизм – это не просто слово, а важно наполнение этого слова. Это активная жизненная позиция, активно участвовать в жизни общества, помогать тем, кому сейчас нужна наша помощь, бережно относиться к наследию России, к природе и стремление более глубоко изучать историю своей страны, ее славные страницы. В перерывах между стихами номера танцевальных и вокальных коллективов. Под самый занавес подведение итогов. Лучших определили в 5 возрастных категориях. Впрочем, победа в таком конкурсе приятна, но условно. Важно то, что каждый ребенок на сцене и в зрительном зале в этот день проникся строками из стихов. Наше юное и достойное поколение продолжает хранить историческую память. Анастасия Тюрнина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.